Недавно на сайте Easy Travel прочел: из огород совхоза Костиной мельницы в начале 60-х годов мельницу перевезли в деревню Люли. А на другом сайте, в Одноклассниках, высчитал, что эта мельница находится в микрорайоне Люли, на улице Городская, дом 44. Стало интересно, та ли это мельница. Ведь расстояние для перемещения составляет около 8 километров, а здание мельницы не маленькое. Едем в деревню, расположенную в Первомайском районе города Ижевска. Для понятия, где, что и как, показываю. Это дорога, ведущая от Сарапульского тракта к микрорайону Люли. Стоим на границе с микрорайоном Люли. Это строительство дороги на территорию агропромышленного комплекса «Инновация» в микрорайоне Люли. Въезжаем на территорию микрорайона Люли. Сегодня 12 мая 2024 год. Температура воздуха плюс 8 градусов. В этом году апрель и май поменялись местами. Если в апреле было чуть ли не жарко, то в начале мая похолодало. Это еще не деревня, это микрорайон, поглотивший деревню Люли. С расширением городской черты микрорайон был образован в начале 2000 года. Автосервис в микрорайоне. Вот и граница бывшей деревни. В деревне Люли эта часть улицы была полевой дорогой. Все строения здесь возведены после 2000 года. Выезжаем на Люлинскую улицу. До 2004 года эта улица называлась Молодежная. И все строения, что находятся слева, построены после 1960 года. До 1960 года эта улица находилась на окраине деревни. Справа можно увидеть барак, построенный в 1950 году, а рядом пустая территория, где стоял точно такой же барак, но снесенный из-за ветхости.
Все строения далее построены после 1960 года. С этого года деревня стала подсобным хозяйством металлургического завода города Ижевска. А вот и бывший деревенский клуб. Клуб был бревенчатый и сгорел где-то после 2000 года. Точная дата мне неизвестна. Подойдем к клубу и запечатлим то, что от него осталось. В советское время в клуб привозили кинопленку и крутили для местных жителей фильмы, а в выходные дни устраивали танцы. После развала СССР кинопленку перестали поставлять и клуб закрыли и стали использовать как общежитие для подсобных рабочих, направляемых с завода «Ижсталь». Это кинобудка, пристрой к зрительному залу клуба. Скоро здесь все будет расчищено и убрано, и не останется никакого напоминания о существовании на этом месте деревенского клуба.
Продолжаем движение к намеченной цели. А вот и дом номер 44, что расположен на улице Люлинская. Вот несколько фото Костиной мельницы из архива. Обследуем этот объект на соответствие Костиной мельницы. Общественный туалет этого дома находится на улице. Видим, что это жилой дом, пришедший в ветхое состояние. Расселение из этого дома, видно, было несколько лет назад. Внешне строение вроде бы как похоже на Костину мельницу, но будем дальше продолжать ее осмотр. По территории этого дома видно, что жильцы этого дома обустраивали свой быт не один десяток лет. Обойдем этот дом с южной его стороны. По оконным проемам видно, что это обычный двухэтажный барак. Обследуем состояние стен с более близкого расстояния.
Фундамент у здания не замечен, но развалившаяся заваленка имеется. Судя по бревнам сруба, простоявшим 70 лет в люлях и, вероятно, несколько десятилетий на костяной мельнице, вид у бревен не столь стар. И это вызывает сомнение, что данное здание является мельницей с костяной мельницы. Точнее узнать о принадлежности этого здания можно лишь у старожил этой деревни. У меня же нет веры в том, что это здание является мельницей с костяной мельницы. Еще на крыше я заметил слуховое окно, которого не было на исторических снимках. Попробуем сейчас зайти в кадастр и узнать данные об этом здании. Вот такие данные по дому нам были выданы. Если мельница действительно была перемещена в деревню Люли, то где бы она могла быть установлена? Если костяная мельница стояла на реке Посень, то это значит, что мельница была водяной. Поэтому едем по улице далее к речке Люлинка. Здесь стоят дома, построенные также в 60-х годах. Выехали на улицу Городская. До 2004 года эта улица называлась Школьная. Не пройдем мимо и возле этого здания. Это строение, как и дом по улице Люлинская, 44, построен в 1963 году. Строение, судя по визу, как и дом номер 44, готовится под снос. Осмотрим и это здание снаружи.
Это здание, по слухам, стоит с 1917 года. В советское время здесь размещалась начальная школа и детский сад. Школа и садик просуществовали в этом здании до 1970 года, так как в этом году был отстроен и запущен новый садик, который в данный момент расположен на улице Гороховая, дом 10. Возможно, в скором времени этого дома не станет, поэтому сделаем съемку этого здания полностью по периметру. Продолжаем держать путь дальше, к речке Люлинка.
Вот и речка Люлинка, а точнее Люлинский пруд. Выезжаем на плотину пруда. Возможно, на этом месте и должна была стоять мельница, перевезенная с Костиной мельницы. Но, как видим, даже остатков мельницы здесь не видать. А плотина эта была построена в 1970 году заводом «Ижсталь». Мостик к водосбрасывающей заслонке. Поднимемся на мостик. Прогульнемся к концу мостика. Конец мостика располагается в самом низком и глубоком месте пруда. Механизм водосливной заслонки. В советское время завод «Ижсталь» с весны в этот пруд запускал мальков карпа. К осени задвижка открывалась, пруд опустошался, и с дна пруда подсобные рабочие завода собирали уже зрелого карпа, после чего задвижка закрывалась, пруд наполнялся вновь водой. Под мостиком находится переливная труба, поддерживающая постоянный уровень воды в пруду. На обратной стороне плотины находится водосбросное сооружение. Могло ли быть такое, что мельница, привезенная с Костиной мельницы, была установлена именно в этом месте? Но это навряд ли, так как в эти годы, 60-е, эта местность была передана заводу «Ижсталь» как подсобное хозяйство. И он решил здесь соорудить плотину к 70-му году, создав здесь пруд для своего рыбного хозяйства. Вопрос по переброске мельницы с Костиной мельницы остается открытым. И ответ на него смогут дать только старожилы этой деревни или подсобные рабочие с завода «Ижсталь». Ну а мы поедем далее обследовать объекты, расположенные на улице Люлинская. Обильный дождь, прошедший накануне, выявил лужами все неровности на проезжей части микрорайона. По правую сторону за забором осталась территория бывшего
овощи и зернохранилища подсобного хозяйства. Проедем по улице Люлинская в конец улицы. А это непонятные сточные воды из-под люка. Это, видимо, заболоченное поле. Это строящийся агропромышленный парк «Инновация». Проект развития агропарка предполагает строительство, реконструкцию производственных помещений. После эти помещения сдадут в аренду бизнесу по льготным ставкам. Пока на этой территории располагается Люлинский мясокомбинат и первая рыбоперерабатывающая компания ПРК. Ранее эта территория принадлежала животноводческому комплексу «Ижсталь». Справа видна лагуна для сбора жидкого навоза из бывшего животноводческого комплекса. В те времена жидкий навоз набирался из специальной емкости и при помощи тракторов вывозился в местные посевные поля, где с помощью спецприспособления разбрызгивался на почву. Чтобы разглядеть это место, подойдем поближе. Как видно, сейчас эта территория находится в запустении. Опускаться вниз опасно, все заболочено. Продолжаем дальше обозревать эту территорию.
Это неизвестное нам здание. Старая емкость для чего-то надо будет разузнать у местных старожил. Это территория и здание старой котельни, которую в 2020 году заменила компактная газовая котельня, расположенная у дома номер 1 по улице Люлинская. Трасса с котельни, уходящая на агрокомплекс. Силосные башни. Силос – это сочный корм, полученный из свежих растений, которые перебродили без доступа воздуха. Вдали видно территория пилорамы. А это здание, видимо, бывший гараж автотракторной техники. На это указывают основания бывших автозаправочных колонок, находящихся рядом с этим зданием. Кому принадлежит сейчас эта территория, я не знаю. Бывшая территория мастерских и контора хозяйства. Новый хозяин мне неизвестен. Это открытая территория под сельхозтехнику. Снова у нас перед взором мельница с микрорайона Костина-Мельница.
Продолжаем знакомиться с объектами, расположенными на улице Люлинская. Основная электроподстанция, запитанная с микрорайона Костина-Мельница. А это современная пекарня. До перестройки это была столовая подсобного хозяйства. Старая, но действующая водонапорная башня. Трехэтажный жилой дом, построен в 1960 году с заводом «Ижсталь». Проедем и посмотрим на двор этого жилого дома.
Детский сад отстроен в 1970 году, но он расположен на улице Гороховая. Ну а мы свернули на Пшеничную улицу, которая выходит на Люлинскую улицу. Недавно отстроенное здание музея половиков. Остановка автобусного маршрута номер 6 Ижевск-Люли. Вот так, знакомясь с мельницей, перемещенной с Костиной мельницы на улицу Люлинская, мы познакомились и с другими объектами, находящимися на этой улице.